Добрый вечер, дорогие телезрители. Мы ведем сегодня беседу на берегу нашей великой матушки реки Лена, на прекрасном лоне Тас-Тумуса. С 2020 года мы здесь говорим о якутской литературе, о выдающихся писателях. Как отмечают наши зрители, окружающая нас природа насыщает своими видами эту передачу и делает ее уникальной. Мы живем сейчас в тревожное время. Меняется все во всем мире и во всех сферах. На помощь приходит наше духовное наследие в произведениях наших классиков, мыслителей. Полюбившиеся якутскому зрителю эти передачи, эти беседы, мы решили в этом году снимать на русском языке, чтобы расширить круг нашей аудитории. Сегодня передачу мы посвящаем Владимиру Солоухину. Сегодня на этой передаче приплыли по этим волнам писатели Николай Алексеевич Лугинов, народный писатель Якутии, член Высшего творческого совета Союза писателей России, Семен Андреевич Попов, Тумат, народный писатель Якутии, лауреат Государственной премии Якутии имени Платона Аюнского, и Анатолий Игнатьевич Слепцов, лауреат российских и международных литературных премий. Передо мной книга Семена Данилова, который сыграл в истории нашей якутской литературы огромную роль. Благодаря его деятельности наши классики были переведены на русский язык. И как это случилось? Почему мы, якуты, преклоняемся перед Владимиром Солоухиным? Это вот здесь все началось, как раз в переделке. Также на аллеечке Дома творчества Семен Петрович. Тогда он был председатель Союза писателей в Якутии. Чувствуете, что он как-то так немножко обхаживает меня. Вот, думаю, наверное, Семен Петрович тоже хочет, чтобы я его стихи переводил. В данном случае ему это было важнее, чтобы он завел речь о Кулаковском. И кто такой Кулаковский? Ну, честно я вам скажу, что я тогда просто первый раз услышал это имя. Он говорит, Кулаковский, якутский великий поэт, но у него судьба не такая простая. Я говорю, ну тогда давай построчники я почитаю. И вот он мне дал построчники. Пришел в ЦДЛ, вплоть до Симонова, до Долматовского, скажем. Кстати, Михайлович, что вы про Кулаковского можете сказать? Первый раз слышу. Я прочитал, увидел я его, говорю, Семен, ну ведь это же великий поэт, где вы его раньше прятали? Если вы хотите, я буду его переводить, ну так, чтобы уже не разбраться, там 2-3 стихотворения, чтобы я перевел томик. Владимир Солоухин в свое время был очень известным, выдающимся русским классиком, признанным еще при жизни. Он был очень востребован. Где вы прятали столько лет? Почему я о них не знал? Почему широкая общественность о них не знала? Выдающиеся литераторы, писатели, мыслители неизвестно долгое время кругу литературы, это искажает реальность. Тогда он мне поведал про абсурдную вещь, что этих гениев якутская партийная номенклатура причислила к буржуазным националистам и столько лет изобличала их и запрещала их творчество. А почему так случилось? Это дело долгое. Классики якутской литературы фигурировали только в подстрочниках до сих пор. А подстрочники были приблизительными и часто цитировались в жалобах, в обвинениях, что они буржуазные националисты. Это смешно даже сейчас говорить. Но в то время, в тех реалиях это было совсем не смешно. Я был поражен. Такая жемчужина, перл, такой бриллиант, и скрывался так
Мне Сафронов объяснил, что Семен Петрович, что якуты любят Кулаковского, любят. Но до 1964 года якуты его любили тайно. А после 1964 года начали любить открыто. А умер он в 26 году, уже его на свете не было. Я говорю, почему же? Потому что стоялось решение обкома о некоторых неправильностях в оценке, значит, явлений. Когда дело дошло до издания книжки, поскакали гонцы из Якутского обкома. Вы совершаете ошибку, нельзя его издавать. И было в Академии общественных наук бурные заседания. Пришли представители Якутска, ну а здесь профессура, москвичи, ну вот я как переводчик. И, конечно, в связи с Кулаковским я познакомился тоже впервые, мы очень потом общались, вот с его верным рыцарем Георгием Прокопьевичем Башариным. Вот сейчас его дочь здесь. Один был в поле воин. Якуты сердцем любили, но чтобы кто-нибудь открыто, публично выступал, защищал Кулаковского, кроме Башарина никто. Семен Андреевич, вы же видели Солоухина, он же приезжал сюда? Я его встретил в Литературном музее. Владимир Алексеевич подошел прямо, где стоял бюст Алексея Алексеевича Кулаковского. Из гипса сделано. Он прямо его поцеловал в лоб. До того был таким преданным человеком, истинным преданным человеком. 125 лет тому назад, когда он напечатал свое стихотворение, и в этом году мы вспоминаем о героизме, о творчестве Владимира Алексеевича. Символично получается. Как будто само время дает дан уважения вот таким людям, как Владимир Алексеевич. Не только перевел, в прениях участвовал против новосибирских ученых, которые нападали на Кулаковского. Он защитил на прениях, собраниях, выступил и взялся за его перевод. Так что старшее поколение русских писателей появляется в самое критическое время. В 1953 году в съезде Союза писателей, когда нападали на Башарина, защитил сам Табардовский. А когда начали нападать на Кулаковское нападение на сибирских историков, появляется Владимир Алексеевич. Мы счастливый народ. Он успел. Это же огромный труд. Время пройдет, придут третье поколение защитников из русской литературы. Обязательно будут. Поскольку у них Табардовский был, Владимир Алексеевич был, его поколение. Мы должны гордиться, что имеем старшего брата, умного и настоящего русского человека Владимира Алексеевича. Очень хорошая память, очень твердая память оставил Владимир Алексеевич нашему народу. Алексей Алексеевич Кулаковский для нашего народа считается родоначальником национальной нашей литературы. Ну и как философ, как мыслитель тоже оставил много трудов. И его работы, они были именно и по этнографии, и по литературных жанрах, и еще и как наставление для будущих потомков. Поэтому его роль в жизни Якутии даже еще до сих пор, наверное, недооценена с некоторых сторон. И будущим поколениям, наверное, предстоит изучать его труды. Насчет письменной литературы. Отдельные опыты были, начиная с Уваровского, это середина XIX века. Мы даже не знаем, якутская интеллигенция часто в письмах и специальных таких записях, наверное, она была, наверное, утеряна. Но почему мы считаем с Кулаковского начало якутской письменной литературы? Потому что это начало якутской профессиональной письменной литературы. И человек, который профессионально занимался литературой,
писал из года в год произведения в разных жанрах. Сидящий на дороге зверей и зверят в облезлой шапке длинноволосый старший брат, у самострела поджидающая до поздней поры с лицом огромным, как лоб горы, тетушка моя, белая пищуха. На пути моем не вставайте, не вертитесь и не мешайте, мне дороги не преграждайте, не нужны мне помехи и преграды. Я вас через священный огонь угощаю, через синий огонь насыщаю. Кушайте вовсю, будьте рады. Это станет моей счастливой белой ворожбой. Пусть дорожные ухабы не мешают мне, пусть всякие препоны не глумятся надо мной. Счастья и удачи мне. Я нашел книгу «Камешка на ладони». Такие миниатюрные, маленькие, такие содержательные философские новеллы. Конечно, такая форма была и раньше, вот такие миниатюры. Но все-таки в новое дыхание вот этот метод, эта форма получила после Солоухина. Поэзия не может быть отделена от мысли хотя бы потому, что выражать ей себя приходится словами. А каждое слово в своей основе есть уже законченная человеческая мысль. Писатель мне говорит: пишу сейчас книгу, форма дневник. Впрочем, никто не будет обращать внимание на то, как книга написана, все будут поглощены смыслом. Так-то так, но все же, чтобы люди не замечали, как книга написана, нужно единственное условие. Она должна быть написана хорошо. Алексей Алексеевич Кулаковский, зачинатель нашей письменной литературы. И в 1900 году он написал поэму «Благословение Баяная», Баянай Алгыга. То есть якутское образное слово. Как вы знаете, якуты Алонхосуту очень развит у нас эпическое слово. О якутской устной литературе это очень древнейшая литература, которая распространена на Востоке. Она перенимается и пересказывается, как говорится, распространяется из уст в уста, чуть-чуть с какими-то изменениями, может быть. По таланту пересказчика вот эта форма, она имеет корни очень древние, тысячелетия. По сюжету Олонхо тоже видно, что огромные территории охватило, описание природы, имена, названия, как Аральское море, как Великий Байкал, и степи бескрайние, пустыни песчаные описываются. Это тогда, когда предки якутов жили, кочевали по всей Средней Азии, до Байкала. Меня удивляет эти русские сказки. Откуда они получили такие сигналы? У них зеркало говорит и показывает. Это же телевизор. Колобок как идет колобком, бегает. Это же электропровод. Откуда берет этот русский сказитель такие сигналы? Из какой цивилизации? Ковер у них летит. Я очень удивляюсь. Сильная сказка у них. Это не каждый вникает в такие подробности и проводит такие параллели. Это удивительно, да. Мы знаем, как отреагировал Владимир Алексеевич на подстрочную рукопись Алексея Кулаковского, когда Семен Петрович Данилов принес ему. Он сказал: да это же гений, где вы его так долго прятали. После их с Солоухиным совместной деятельности вышла первая книга Алексея Кулаковского
к его столетию. Это 1977 год. В серии «Поэтическая Россия». Спустя 100 лет гений якутской литературы, гений якутского народа заговорил на русском языке. Эта книга вышла в 1977 году, а в 1978 году уже покинул этот мир Семен Петрович Данилов. Книга с таким трудом она шла к читателю. Солоухин не остановился на переводах только Алексея Кулаковского и начал переводить второго нашего выдающегося поэта, анимпадиста Ивановича Сафронова. И в 1984 году тоже в этой серии вышла эта книга. Дай мне спеть про тебя. Почему не даешь ты мне петь? Твой крепкий сон, твой счастливый сон я не спугну, не встревожу. Твои сокровенные дуни, твои затаенные думы я песней своей не разгоню, не рассею. Твои робкие мысли, твои светлые мысли своим пением не напугаю. Я тихонько, тихонько спою, я немножко, немножко спою внутри рта своего. Про себя я спою, а без песни я погибаю. Дай мне спеть про тебя, почему не даешь ты мне петь? Я грустить тебя не заставлю, я печали тебя не навею, о плохом, недостойном вспоминать я не буду. До слез довести я тебя не желаю, и не стану орать, и не стану кричать. Тихо, тихо спою внутри рта своего, про себя я спою, а без песни я погибаю. Я спою, что на этой земле, что под этим сияющим солнцем ты дороже любого богатства, что тебя я всем сердцем, что тебя я всем телом, что тебя я всей кровью горячей бесконечно люблю. Прыгнуть в огонь ради тебя я готов, прыгнуть с утеса в бурлящие воды ради тебя я готов, прыгнуть сверху на острые копья ради тебя я готов, встретить грудью острую пулю ради тебя я готов. Я тебя никогда и ни с чем не обижу, будешь жить ни печали, ни горя не зная. Так позволь, я тихонько, тихонько спою внутри рта своего, про себя я спою, а без песни я погибаю. Алексей Алексеевич Кулаковский и анимпадист Иванович Сафронов и многие наши писатели, классики якутской литературы, все они родом с Татинского улуса. Откуда родом у нас Анатолий Слепцов? Как думаешь, почему все там родились, наши классики? Считаю, что образование в Якутии имело некоторое диссидентское начало, да, потому что грамоте, письму обучали по большей части полицейные, которых ссылали как раз в Центральную Якутию. И вот, скорее всего, с этим связано то, что творческая часть и именно что письменные шедевры родились именно в нашем районе. В интернете я нашел статью Павла Басинского про Владимира Солоухина. В своей статье оценивает творчество Владимира Солоухина как деревенского сельского писателя. Там сам же мечется, то ли он сталинист, то ли он империалист. И в заключении пишут, что, возможно, у Солоухина не было стержня, но корень был. Мне кажется, что если бы автор статьи рассмотрел его переводческую деятельность, как он положил годы на то, чтобы открыть русскому читателю и национальных писателей, вот тогда бы, наверное, он стержень увидел бы. Его подвижническую деятельность, Да, его, да. Она недооценена. по-моему. Недооценена. Нет, я думаю, что вообще Солоухин недооценен. Удивительно, что такой классик современными литературоведами почти
полузабытый. Жесткий стержень у него был. Успех переводов в том, что Солоухин сумел поймать ноту, которая соединяет якутскую классическую поэзию и русскую былинность, русскую философскую канву. И вот в этом секрет успеха. Эти связи бы исследовать, эти методы бы вникнуть. Нельзя говорить, что с одной стороны влияние одного языка на другое. В древности я убежден, что было взаимовлияние. Очень много тюркизмов и в языке отдельных фраз, и в монолитных таких сюжетных линиях тюркская линия вошла в русскую философскую мысль, в русскую литературную основу. Сейчас век такой, что приблизительность восприятия превалирует в связи с новыми веяниями. Пришла пора вникать в суть выдающихся писателей, как Солоухин, который повлиял на взаимоотношения целых литератур. Притом не только двух писателей, но мне кажется, мировосприятие двух линий философской мысли, русской философской мысли, мне кажется, очень много и тюркизмов. И в тюркской много влияния вошло. А в последнее время то, что мы через русскую литературу воспринимаем всю мировую литературу, вот это точно. Гимн якутки. А когда боги душу в нее влагали, то между собой не говорили. С тех пор, как мы сотворили мудро, и зверей, и птиц, и всякую живность, ничего бесценного, неутратного не отправили боги мы вниз на землю. После этого многих цветов весенних отобрали боги все самое лучшее и присвоили только что сотворенной ослепительной девушке Айталын-Куа. Вот, оказывается, как это было. Оказалась девушка Айталын-Куа для земли блистающим украшением. Оказалась девушка Айталын-Куа красной вышивкой на белой холсти. Гениально! Вот такой ваш поэт Алексей Алексеевич Кулаковский. Человек, который не понимает на русском языке вот художественную мысль, он ограниченный человек. Как бы он ни владел своим родным, он ограниченный человек, потому что ему недоступна вся глубина мировой литературы, если он не понимает русского языка в глубинном понимании. И поэтому я очень рад Анатолию Слепцову, которому посоветовал писать на двух языках одновременно. Такая форма, она углубляет писателя. Он пишет сначала, может, на якутском, а потом на русском, потом переносит на якутский вариант, с якутского варианта переносит на русский вариант. И произведение получается намного глубже, намного философичней, чем если бы он писал только на одном языке. Анатолий у нас, он до сих пор работает хирургом. В закрытых конкурсах русской литературы побеждал. И притом не один раз, И не один раз. а несколько Три раз. раза. Вот, да. Рассказ был «Быков мыс», да? Да, там два рассказа было. «Честные люди» и «Быков мыс». Мы сидим на берегу нашей реки, и Быков мыс – устье реки Лена. Много произведений якутских писателей, в том числе и Алексея Алексеевича Кулаковского, они вдохновлялись этой рекой, почему мы сегодня здесь. Потому что наша якутская литература связана с нашей великой Леной. Есть поэма Алексея Алексеевича Кулаковского «Дары реки», переводил Владимир Алексеевич Солоухин. Тремя потоками начинаясь, течением вольным распространяясь, торжествующая Лена река
Сыновей бесчисленных созывая, дочерей несчитанных собирая, детишек резвых объединяя, волнами играя буйно, шугой звеня громко, льдинами гремя гулко, властно, приветно всей Восточной Сибири воды в себя вобрав, грозно, победно Северной Сибири воды в пути догнав, обитаемого среднего мира и всего необъятного мира, самой славной рекою став, потекла она важно и чинно, друзья мои, понеслась она привольно и сильно, братцы мои, и, не предвидя горя беды, дотекла она до бабушки Окьянихи, до великой ледовитой воды, у которой конца и края никто не знал, другого берега никто не видал, середины заледнелой никто не зрел, дна коснуться никто не смел. То место, где мы сидим, это знатное место Тастумус издревле. Здесь останавливались все проплывающие из юга и с севера. Поэтому здесь не раз бывал Кулаковский. И, конечно же, здесь очень часто останавливался Анимпадис Сафронов. Он работал у знаменитого рыбопромышленника Спиридонова. В иные годы, когда воды было полно на реке, река полностью поднималась до туда, и камней не было видно. 10, 11 метров Да. поднимается. Поэтому все это оставалось под водой. И многие камни, в том числе наш стол огромный, который весил не 1 тонну, матушка унесла. Наша экспедиция съемочная, мы тоже зависим от нашей матушки реки Лена, как она, буйная, не буйная, воды много или мало. Рассказывая о Владимире Солохине, рассказали сегодня основоположники якутской литературы Алексее Алексеевиче Кулаковском, почему он для нас велик, он еще велик своим произведением «Сновидение шамана». И он в 1912 году написал письмо якутской интеллигенции, что его тревожило, почему он такое послание отправил якутской интеллигенции, а потом он положил в виде поэмы «Сновидение шамана». Произведения Алексея Кулаковского, в том числе и «Сновидение шамана», на якутском языке, конечно, читали все, но не понимали всей глубины. Вся глубина произведений наших классиков, в том числе и Анимпадиста Сафронова. Такой перевод необычный. Это была явная удача Семена Данилова, что именно Солохина выбрал. После его перевода их произведения заиграли совершенно на новом, неведомом до сих пор классическом уровне высокой поэзии. А ведь удивительно, что для самих якутов тоже вот это будет поразительно для русского читателя. То, что после перевода на русский язык совершенно точка зрения изменилась. Корень оценки. Вот, Анатолий, ты согласен с моим утверждением или нет? Конечно, согласен, потому что в точности все слова друг друга перевести невозможно, поэтому переводчик ищет варианты, чтобы донести суть слова до читателя. И вот такая вот работа, она как бы расширяет значение сказанного слова. Поэтому и читатель, который знает оригинал, смотрит перевод и находит то, что он недооценил в первоисточнике. Поэтому вот перевод тоже играет большое значение в оценке литературного произведения. Считаю, что вот на современном этапе, например, в литературных конкурсах перевод не считается за литературное произведение. Именно
Если ты написал вот на русском языке, вот только тогда воспринимается как целое произведение. А переводы говорят, это не твое слово, не твое произведение. Это односторонне воспринимаемые, как пена всплыли определенное время и командует парадом. Егор Петрович Шестаков пришел к выводу, очень правильно выбирал Алексей Кулаковский образ шамана. Только шаман вечный, никогда не умирает, его мысли, его идеи. Потому что он сам обрадовался, что Кулаковский опирается на образ якутского шамана. Идея была, наверное, скорее всего в том, чтобы донести его тревоги, его мысли о будущем своего народа в художественном виде. Вот, например, вот письмо якутской интеллигенции, это скорее как публицистика. Он передает те же мысли, но уже посредством художественного слова, и тем самым как бы расширяет значение и аудиторию свою. Чем грозило вот начало 20 века для маленького народа Саха? В своем произведении он предвосхитил и Первую мировую войну, и также и Вторая мировая война там как бы прорисовывается. То, что более многочисленные народы могут поглотить малые народы, исчезнуть может язык, может исчезнуть память у народа. Вот все это беспокойство он выразил в своем произведении. С востока могут прийти другие народы, завладеть землей и тем самым как бы ассимилировать малые народы. Значение этого произведения имеет большую ценность. Не только о судьбе якутского народа, это прежде всего тревога о судьбе всей Российской империи. Какая мысль скрывается в этой поэме? Первым этим делом взялся вот Кулаковский, опирается он на шамане. С Азии могут прийти китайцы и тоже ассимилировать с Востока. И кровожадные англичане говорят, что могут затеять очень хитроумные какие-то планы против уничтожения этого. А как нам быть вот маленькому народу на берегу великой реки Лена? Нам надо держаться за русского, за большеносого русского. Он самый лояльный, он самый добрый. Мы выживем тогда. А в письме якутской интеллигенции он практически каждую сферу нашей жизни он анализирует, как надо действовать, как надо себя сохранить, как надо работать, что нужно предпринимать. И он об этом говорит. Я думаю, что вот это он выбрал образ шамана, чтобы расширить возможность художественного исследования, художественного видения мира. Потому что шаман своими сверхъестественными возможностями, он может подняться над бытовой реальностью и посмотреть на мир сверху. А мир тогда, до революции, от которого рассуждал до написания вот этого произведения Алексей Кулаковский, был очень жесток. Англичане сделали невольнический рынок. Это неведомо, целые народы они сделали невольниками и продавали как рабов. Везде были И, колонии. конечно, каждый небольшой народ представлял и себя ставил на это место. Конечно, и представлял вот какие-то сильные народы. Правда, слава Богу, сильное распространение вот этот невольничий рынок, когда люди торгуют людьми. Такой страшной подлости, такого падения нравов не было. И это при религии. Булла Папы Римского в XIX веке только, когда о признании, что душу имеют малые народы. И это несчастные, которые попали под невольнический рынок. Это страшно.
А кто не подчинился, как коренные жители Америки, на невольнические, у них не получилось, потому что они не подчинились. Из-за этого их решили совершенно истребить. Вот такие нравы тогда были. Ныне не знаем вот этого, потому что мы в советское время совершенно малые народы получили возможность иметь вообще свое небольшое самоопределение, культурную возможность развития, литературу получили. Это искусственно. И мы не знаем, как бы могло бы быть. Как Кулаковский подписал сновидение, его страхи, мы далеки от этих страхов, потому что мы не понимаем, а мир жесток был и тогда, и ныне. На берегу нашей Лены Великой мы называем ее Эбе, матушка. У нас состоялся такой разговор, был посвящен Владимиру Солоухину. И вот видите, какие мысли мы сегодня говорили о Владимире Солоухине, о Семене Петровиче Данилове, о Алексее Елисеевиче Кулаковском, произведение которого Владимир Солоухин перевел на русский язык. И то, что созвучно сегодняшним днем, какие глобальные мысли сегодня прозвучали у нас. Сегодня тоже идет передел мира, и поэтому мы должны вернуться к нашим классикам, к нашим мудрым нашим соотечественникам. Они не подведут. Идет глобализация, идут трагические события. Благодаря нашей литературе, благодаря мыслителям нашим должны держаться правильного пути. Как говорил Кулаковский, держаться нужно за добродушного ночью русского, значит, и мы должны победить в этом противостоянии. Спасибо, до следующих встреч.